80%, более 80% укомплектовали личный состав и вооружением, техникой, обмундированием. Ум, честь и совесть. Человек большого самообладания, умевший вести диалог в самых сложных, а порой неразрешимых ситуациях. Мужественный и бесстрашный полководец Абхазии. Так говорят о Владимире Аршбе друзья и близкие. За внешней мягкостью скрывалась чуткость, железная воля и характер, которые однажды, предрешив всю его дальнейшую, полную опасности и риска жизнь, привели его в военное училище. Блестящая военная карьера от лейтенанта-десантника группы советских войск в Германии и командира артиллерийской батареи управления 7-й армии в армянском Дилижане до командира взвода оптической разведки артиллерийского полка в Афганистане, куда посылали лучших. Свой интернациональный долг Владимир Аршба в общей сложности исполнял более 3 лет. 2 тяжелых ранения выводили его из строя лишь ненадолго. Едва встав на ноги, старший лейтенант Аршба вновь возвращался на передовую. В биографии кадрового военного активное участие в спасении людей после сильнейшего землетрясения в Спитаке. Также он находился на пограничной между Арменией и Азербайджаном зоне конфликта, был заместителем коменданта Идживанского района Армении, а затем и начальником штаба артиллерийского дивизиона. В 1989 году Владимир Аршба возвращается в Абхазию и принимает активное участие в создании Абхазской гвардии. Ну а далее война. Профессиональный военный майор Аршба в первых рядах защитников Родины. Я дал команду Нури Богателя тогда, говорю, попытаться собрать людей и двигаться в сторону Сухума. Я, по крайней мере, еще не знал, что бои уже идут в районе эстакады. В первой половине дня, когда мы с Мушней выехали, мы заехали ко мне домой, забрали оружие. Почему? Потому что в Гагру мы поехали без оружия. Оружие оставалось у меня дома. И уже на Красном мосту попытались здесь организовать оборону. Гиви Камугович как раз тогда подошел, Цукба Вахтанг был. Всю свою жизнь Владимир Аршба посвятил защите Родины в военное и мирное время. Он избегал пафоса и всегда оценивал свою историческую роль скромнее, чем она была на самом деле. Множество ранений, будни в окопах не могли пройти бесследно, но для генерала Аршба долг был превыше всего. Для него было важно сделать все, чтобы история Отечественной войны передавалась из поколения в поколение, и память о тех, кто ставил свободу народа выше жизни, всегда была жива. После указа президента или распоряжения президента о всеобщей мобилизации стали создаваться, опять же, на тот момент просто подразделения, отряды какие-то. Оружия у нас практически не было. У нас были несколько БМП в полку внутренних войск, у которых пушка, которая стоит на БМП, снарядов было там, по-моему, по 3 или по 4 снаряда. Фактически все. Больше у нас ничего не было. Все остальное, первые трофеи мы получили, естественно, после освобождения Гагры. И после освобождения Гагры было принято решение о создании вооруженных сил. Наша армия зарождалась. Участвовали в ней все, от мала до велика, те, которые были мобилизованы в связи с боевыми действиями. Свои 58 лет Владимир Георгиевич прожил увлеченно, беззаветно отдаваясь единожды избранному военному делу. Он любил жизнь и во имя будущего, не покладая рук, трудился. Частенько в ущерб собственному здоровью, семье, родным и близким. О нем еще будет сказано немало слов, и все они лишь подтвердят. Генерал Аршба был неординарной, светлой и интересной личностью, человеком смелым, отважным, родным и бесконечно любимым всей страной.